канун новогодних праздников отдел потребительского надзора Госстандарта проводит проверку мест продажи пиротехнических изделий на предмет безопасности. Не секрет, что неправильное использование пиротехники очень опасно и может стать причиной неприятных, а порой катастрофических последствий. Поэтому важно соблюдать требования, предъявляемые к качеству и условиям использования пиротехнических изделий. Важный момент, что при приобретении, нашим потребителям хотелось бы, чтобы донести, чтобы изучали обязательно инструкцию для применения. При покупке, чтобы данный продукт упаковка данного продукта была целостная, не поврежденная, без всяких внешних воздействий. Сроки годности должны обязательно внимательно обратить внимание на сроки годности. Продукт, чтобы не был отсыревший. Инспекторы потребительского надзора начали проверку с торгового центра «Леон», который находится в районе железнодорожного вокзала. Здесь не было выявлено никаких грубых нарушений. Условия хранения не нарушены, сроки продукции нормальные, все в норме. Сертификаты реализатор нам предоставил, сертификаты на продукты. Вопросов в данный момент нет, только при применении надо быть более внимательным и следовать всем инструкциям, которые указаны на маркировке. Самый важный момент, чтобы на продукции была маркировка и инструкция по применению. В магазине «Амца», расположенном на территории центрального рынка, продаются множество разных пиротехнических изделий – петард, хлопушек, бенгальских огней, многозарядных салютов. Здесь также нарушений выявлено не было. Маркировка, цены, условия хранения. Одним словом, все соответствует правилам. Также продавцы-консультанты подробно объясняют, что и как надо делать. У нас несколько фирм, начиная от польских, заканчивая голландскими. Российские также присутствуют. Все привозим легально, на все имеем сертификаты. Перед продажей мы объясняем, как надо пользоваться фейерверком, чтобы это было безопасно. Детям фейерверки не продаются. Фейерверки продаются только взрослым старше 18 лет. На момент проверки все ценники на реализуемых товарах указаны. У продавцов, они предоставляют инструкцию по применению. Товарный вид не нарушается, целостность упаковки сохраняется, сроки годности также, не нарушено ничего, все, хранение тоже также все на полках стоит. Все документы, сертификаты качества предоставлены, да, таможенные накладные тоже предоставлены. Инспекторы отдела потребительского надзора проверили также магазин «Салюты». По словам продавцов, лицензия на продажу пиротехнических изделий есть, однако предъявить ее они не смогли. На момент проверки вообще на объекте отсутствует информационный стенд. Вот сейчас мы столкнулись с такой проблемой, что нам нужны документы, и документов на месте, нет. Они находятся у них, в собственности с ними. Здесь должен быть информационный стенд и должны быть разрешительные документы, копии, сертификаты качества, свидетельства о постановке на налоговый учет. А так, в плане продажи пиротехнических изделий, таких грубых нарушений нет. Целостность упаковки, как и в предыдущем магазине, здесь тоже не нарушается. Все салюты, ценники на всех указаны. Также каждому, покупателю, реализатор предоставляет инструкцию по применению. Лицензия на продажу имеется, но мы ее пока ожидаем. На данный момент нам не предоставлено, но сказали, что имеется, мы с ними свяжемся, все разрешительные документы нам сказали, что нам предоставят. После предоставления разрешительных документов на реализацию именно пиротехнических изделий будет составлен акт, предоставлен руководству для ознакомления, дальше впоследствии подписи их. Инспекторы отдела потребительского надзора и дальше продолжат работу в этом направлении. Специалисты предупреждают граждан о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании пиротехнических изделий. Перед использованием нужно внимательно ознакомиться с инструкцией. Нельзя запускать салют ближе 20 метров от жилых помещений и легко воспламеняющихся предметов. Носить петарды в карманах и держать фитиль во время поджигания около лица. Не оставляйте без внимания детей и не давайте им в руки пиротехнику. Лаура Капш, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.